Иванов Виталий Иванович в этом году отмечает свой 90-летний юбилей. В кругу семьи, любимой супруги. Коротает он свое время. Сегодня, в день праздника, у них особенно многолюдно. То коллеги по работе заскочат, то очередную благодарность завезут. Одним из первых со словами искреннего почтения и уважения навестила ветерана труда начальник отдела социальной защиты населения Эльвира Яковлева. Виталию Ивановичу она вручила письмо от президента России. Что у вас юбилей знают не только тут, но и в Кремле. Оттуда пришло письмо, можно прочитать? О, конечно. От Путина. От Путина, да. Уважаемый Виталий Иванович, от души поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Своим трудом создавали богатство и мощь страны. И через годы несете любовь к родине, веру в правое дело. Подвиг вашего поколения, поколения победителей, будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей, чтобы вы оставались всегда для нас примером. Это вам маленький подарок. Супруги Иванова Виталий Иванович и Тамара Серафимовна воспитали 3 сыновей, а теперь уже с удовольствием присматривают за правнуками. Много лет Виталий Иванович проработал в системе сельского хозяйства. То инженером, довелось и в управлении поработать, признается он. В управлении сельского хозяйства Канадского райисполкома работал там в должности главного инженера района нашего Ханарского. Затем я перешел уже начальником инспекции Госсельтехнадзора. Сперва Госсельтехнадзор, потом уже Гостехнадзор. Все уже. Начальником инспекции проверял и технику, и советы давал, как надо хранить. Дальше я проводил семинары с районными инженерами, механиками и показывал, как надо технику хранить, как использовать производительно технику, как производить техуходы. Родился и вырос Виталий Иванович в деревне Новые Берженеры Канашского района в большой семье, состоящей из 8 детей. Несмотря на тяжелое время, родители смогли найти возможность и отправить сына в Ленинград. Получив высшее образование, вскоре он вернулся дипломированным специалистом в родные края. Политехнический институт назывался, переименовали его университет. Вот там закончил я учебу, получил высшее образование инженера-механика. Сам, получив достойное образование, отец семейства и своим 3 сыновьям дал достойное образование. Все они закончили разные вузы. Папа всегда, как папа, хороший человек, всегда добрый, внимательный был. Мы сейчас живем в Калининградской области. У меня сейчас 2 детей. И также от каждого сына, от младшего сына девочка, внучка. Внуки уже, значит, есть. Да, и Матвей. Но оба, так сказать, сейчас военнослужащие. Старший сын служит тоже в военной полиции Калининградского гарнизона. Тоже отвечает за полобласти, за несколько гарнизонов. Служба, естественно, тяжелая, потому что ответственное время находимся со всех сторон. За трудовые заслуги у Виталия Ивановича хранятся огромное количество знаков отличия. Безусловно, главной поддержкой и опорой является супруга, много лет проработавшая в системе РЖД. На долю супругов выпали тяжелые военные и послевоенные годы. Тамаре Серафимовне давно уж за 80. И тяжелые годы Великой Отечественной войны она помнит, конечно же, смутно, была совсем ребенком. Когда была война, я была 5 лет. Я ничего не пойму, не знаю. Знаю, офицеры, какой-то, потом ходят, хлеб спрашивают, а мы спрятались и испугались. Отец умер 41 год, умер, под Курском. Я с мамой выросла.
Вот с такими воспоминаниями с нами поделились супруги. Несмотря на столь почтенный возраст, они полны сил. Ежедневно бывают на свежем воздухе. На своем участке выращивают зелень, фрукты и овощи. Сегодня, конечно же, в разговорах и воспоминаниях пройдет еще много времени. Приехал издалека и племянник Виталия Ивановича. В заключение сегодняшнего выпуска стоит отметить, что безграничному оптимизму Виталию Ивановичу может позавидовать даже молодой человек. Желаю молодежи, конечно, не бояться трудностей, осваивать новую технику, ну, как я со своей стороны, как инженер, советую технику новую освоить, не отставать от науки, от новинок, изучать новинки, осваивать производство и в сельском хозяйстве, и на производстве. Все передовое. Вот молодежи, что я желаю.